Вторая половина июля более-менее радует горожан летней погодой. В жаркие дни многие сибайцы предпочитают выезжать на самое популярное место отдыха – берег реки Туяляс. Это ближайший к городу водоем. На пляже созданы все условия для массового отдыха. Оборудована граница заплыва, установлены столбы вокруг территории, шлагбаум при въезде в прибрежную зону, информационные стенды по правилам безопасности на воде, таблицы с указанием мест для купания. По словам членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, с начала летнего сезона утонувших на территории городского пляжа не зафиксированы. Наша задача проверить, во-первых, работу спасательного поста, как организована работа, во-вторых, по части Министерства природопользования мойка машин запрещена, все знают об этом. И как производится очистка территории пляжа и, в общем, по водному объекту. С недавних пор у нас здесь организован прокат катамаранов, предусмотрены спасательные жилеты и выход на акваторию пляжа, ограничен буйками. То, что касается акватории пляжа городского, тоже место купания детей тоже обозначено буйками, место купания для взрослых также обозначено. Людей сегодня много, температура воздуха достигает сегодня 28-29 градусов. С началом купального сезона на городском пляже с 11 утра и до 9 вечера дежурят 4 матроса-спасателя и 2 медработника. В первую очередь под их пристальным вниманием находятся дети. Как показал профилактический рейд комиссии, их у реки немало. Что же касается взрослых, то, по словам специалистов, в нынешнем году наблюдается культурный рост населения. Значительно уменьшилось количество пьяных отдыхающих и тех, кто незаконно въезжает на автомобиле на территорию пляжа. Тем не менее, буквально на прошлой неделе спасатели вызволили из воды тонущую женщину, которая, находясь в нетрезвом состоянии, не рассчитала свои силы. Комиссия же напоминает, купание в неположенных местах, а также нахождение на пляже в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой наложение административного штрафа. Подобные рейды будут проводиться регулярно. Евдокия Титаренко, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.